вот так по упаковке не скажу. Стандартный картонный тубус, как в большинстве натовских минометных мин. Снимаю. Sebuah rekaman beredar memperlihatkan tentara bayaran Rusia mereview sebuah mortir yang disita dari pasukan Ukraina. Amunisi tersebut adalah mortir Prancis. Mortir ini turut digunakan Ukraina dalam menyerang posisi tentara bayaran Rusia di Artyomov Bakhmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah proses membongkar dan meninjau mortir Prancis di area berbenteng Nesdo di Artemovsk. Sebelumnya pasukan Ukraina telah menggunakan mortir Prancis di posisi Rusia di garis depan dekat Bakhmut di wilayah Donetsk negara itu. Mortir ini dapat dikerahkan dalam waktu kurang dari 3 menit dan telah memberikan dukungan tembakan kepada pasukan Ukraina. Не намотан, здесь нет длинной части хвостовика, не намотан отдельными кружочками, я так понимаю, что она менее дальнобойная, идет вот в таких вот пакетах прямо на хвостовике, закрепленный, тоже готовый к стрельбе. В отличие от большей части остальных 60-мм мин, которые мне попадались, у нее вот предохранитель сделан не колпачком, сделан проволокой, и здесь отверткой выставляется режим взрывателя, ну то есть фугас или осколок, да, с замедлением или при касании грунта. Вот, наконец-то я впервые держу в руках французскую 60-мм мину, как она есть в упаковке. Распаковка 60-мм мины. Я думаю, что она французская, но, честно говоря, вот так по упаковке не скажу. Стандартный картонный тубус, как в большинстве натовских минометных мин. Снимаем защитное покрытие. Открываем тубус аккуратно. Так, здесь у нас вроде типа войлочная вставка. И внутри французская 60-мм мина. Значит, чем она немного отличается от польских, сербских, американских и всех остальных? Она также идет готовая к стрельбе. Здесь уже сразу ставлю душевой заряд. А вот порох у нее не намотан, здесь нет длинной части хвостовика, не намотан отдельными кружочками. Я так понимаю, что она менее дальнобойная. Идет вот в таких вот пакетах прямо на хвостовике, закрепленный, тоже готовый к стрельбе. В отличие от большей части остальных 60-мм мин, которые мне попадались, у нее вот предохранитель сделан не колпачком, сделан проволокой, и здесь отверткой выставляется режим взрывателя, ну то есть фугас или осколок, да, с замедлением или при касании грунта. Вот, наконец-то я впервые держу в руках французскую 60-мм мину, как она есть в упаковке. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.